Друзья, всем привет! 3 октября, раннее утро. И за бортом у нас температура, как мы видим, минус 7 градусов. Расцветает время 4:38. Поспал сегодня буквально пару часов, но в такое время не спится. Вчера ночью пролетело 300 лебедей, а значит должна пойти и утка скоро. В такое время надо быть на реке, друзья. Ну и заодно съездим на озеро. Оно, наверное, уже замерзло сегодня. Надо поднять ловушки, пока они не вмерзли в лед. И все такое. Готовимся к зиме, готовимся к зимней рыбалке. Ну и заодно, если получится, будем заготавливать дичь. Дичь, Федя, дичь. Все, погнали. Наконец-то мы на месте. Сказать, что я замерз, это значит ничего не сказать. Поднялся вот такой вот туман сплошной. Правого берега вообще не видать. Сейчас сниму. Даже балаклава не помогает. Ой, как я зимой... Короче, зимой намного теплее. Потому что зимой, видать, нет влажности этой, которая идет от реки. Вот такой вот туман. Вот, как мы видим, там вот полностью, откуда я приехал, даже не видно берега. Там немного начало рассеиваться еле-еле силуэты деревьев. Ехать ничего не видно было. Вдоль берега, где самосплавом, где-то кое-как вот так вот вдоль берега приехал. Но не зря, у меня уже результат есть. В тумане вот выплыли из кустов две уточки. Вот не знаю, как она называется, эта утка в природе. Мы называем ее просто черная утка, щедутка. Вон вот такая вот уточка. Есть поменьше, есть покрупнее. Вот эта черная уточка, она не такая шугливая получается, потому что сплавлялся вдоль берега, они выплывают из-за кустов. Бац, один наповал, второй подранился, добил. Короче, у меня две уточки уже есть. Теперь что делаем? Иду, обойду озера, как обычно, согреюсь хоть немножко, похожу, проверяем ловушки на живцов и едем проверять продольники. Все как обычно. Погнали. Друзья, вы только посмотрите, какая красота открывается нашему взору. Туман, тишина. Кое-где еще остались листья на деревьях. Но в основном на березы. Березы уже голые, черемуха уже голая. И вон, посмотрите, какой иней на траве. Так, прибыли на наше место, откуда мы начинаем обход озера.
куча, просто куча вот этих птиц, сирискели или как-то. Здоровенные такие крупные птички. Доедают последнюю черемуху, рябину, видать, тоже. Очень много они взлетают, как, почти как, если как не рябец, то полрябчика точно есть, наверное. Крупные здоровенные птицы вот. Ну и бог с ними, пусть едят. Сейчас отдышусь. Сегодня даже раздеваться не буду, потому что я дошел до места, даже еще толком не согрелся. Отдышусь и пойду. Посмотрим, что у нас там на озере. Опа-на. Вот тенате. Здрасте. Озеро-то замерзло. Озеро замерзло. Там вот только вдоль кустов есть открытые места. Сейчас попробуем. Тут все замерзло, вон, пленкой покрылось. Сейчас попробую обойти. Может там на открытом месте что-то и сидит. Глянем, что уже, если пришли. Никого. Озеро все замерзло. Есть, конечно, проталины вот там вдоль кустов. Видать, там вода потеплее, от земли тепло идет. Ну вот так уже нет. Ну ладно. Не всегда коту масленица. Так, вот мы и на месте. И как мы видим, наше озеро замерзло. Лед толщиной опа, где-то полсантиметра, миллиметров 5. И как сейчас я это все буду доставать, понятия не имею. Пока, мне кажется, уже не надо рисковать, а надо поднимать наши ловушки от греха подальше. Иначе потом мы их можем потерять. Так. 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 Не хочет. Веревка замерзла, примерзла. Пусто. Тем более пусто. Все, хорош. Заканчиваем. Сматываем удочки, если сможем. Так, вроде отцепили. Ни одного
гальяна. Ну и ладно. Немного половили, и то хорошо. Будем ловить гальянов речных тогда. Так, посмотрим, что у нас. Бутылочка поймала. Сегодня даже и в бутылочке пусто. Тем более поднимаем. Здесь тем более ничего нет. Пусто. Пусто, пусто, пусто. Пусто, пусто. Так, ну если там ничего нет, то здесь, наверное, уж подавно. Ничего нет. Лед здесь еще толще. Миллиметров 7, наверное. О, даже он. Даже не разбивается он. О, 3 октября. Как достать? Да. Попробуем протянуть. Нормально получилось. Ох, там. Есть еще. Немного даже влетело. Напоследок. 1, 2, 3 гальяна. Ладно. Неплохо, скажем так. Забираем, естественно. Сегодня пойдете на продольнички, на налимов. Немножко воды. Вот как они тут? Мне кажется, тут надо жесткую конструкцию и отверстие побольше. И будет тогда нормально все. Вот 3 таких линечка. Гальянчика. Или как там. И осталось у нас вот одна верша. Сейчас сразу ее глянем. О, чем ближе к концу озера, тем толще лед. Так, вроде разломали. О, и тут один ленечек. Ну, 4 штуки напоследок все-таки нам влетело. Нормально. 4 налима есть. Ой, бляха-муха. Чуть было не было. Хотел руки помыть, поскользнулся. Все, выключаемся. Встречаемся на продольниках. Вот, наконец-то мы на наших продольниках. Пришлось подождать немного, пока туман рассеется. Просто невозможно было ехать. Сначала пробовал ехать в тумане, зацепил камни, бросил эту затею. Тупо закинул якорь и ждал. Пока ждал, сплавлялись 3 утки. Выстрел, 2 улетели вдогонку. Улетели, 1 осталась, добил. Короче,
досталась еще одна широконоска. Итого 3 утки у нас. И начинаем проверку продольников. Поднялся ветерок. С одной стороны хорошо, он рассеял туман. С другой стороны стало просто очень холодно. Очень холодно, вон руки замерзли. Но ничего страшного. Зимой бывает еще холоднее. Приступаем к проверке. Ну, посмотрим, что нам дадут на этот раз продольнички. Вчера их не проверяли. Вчера был выходной день. Вчера была суббота. Вчера ездил домой. Отдохнули маленько. Дома тоже нужно побыть. А сегодня вон с утреца пораньше уже мы здесь. Вчера вечером приехали в деревню. Пока растопили печки туда-сюда. Опа, это что такое? А, засыпало. Я уже думал, что-то есть. Пусто. Так что вчера вечером приехали в деревню. Сегодня Роман с мамой занимаются подготовкой летней кухни к зимовке. Приборка, уборка, морковку соберут сегодня, если она, конечно, не замерзла. В общем, проверяю продольники, тоже иду заниматься домашними делами. Как-то вот так. Второй. Второй продольник. Второй тоже пустой. Походу сегодня пусто. Третий. Так, а здесь вроде бы что-то натяжка есть. Не-а. Течением просто натянуло, а сердце ёкнуло. И здесь пусто. Четвертый. Подожди. Вот сейчас вот четвертый. Скорее всего, и тоже будет пустой, потому что вон я даже вижу дно. Вода падает. Надо выносить туда на фарватер, а там народ ездит тоже никак. Вон видно дно, метр воды. Скорее всего, здесь тоже ничего не будет. Засыпало. Пусто. И ёрш мой дохлый валяется. Сдох ёрш, никто его даже не взял. Вон. Надо ждать подъема воды. А без дождей его откуда воде взяться? Нужны дожди, чтобы немножко вода хоть поднялась. А так, еще одна пустая проверка и поднимаю. Пятый продольник. И тут он вообще на мелкоте. Вон, меньше метра воды. Все просматривается. Дно. Песчаное дно. Здесь, скорее всего, тоже будет пусто. Вода упала. И не на месте. Не на месте. Вон засыпает. Засыпало все. Пусто. Пусто, пусто.